أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Вера, иман. Мы должны уверовать в Аллаха. Он един, и нету ему равных. И нету в этом мире ничего такого, чтобы было объектом поклонения, кроме Аллаха. Таухид. Таухид должен быть в сердце человека. Он должен его нести постоянно в себе. То же самое мы должны веровать в пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ман атахар расуль, факад атаха Аллах». Тот, который подчинился пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, он всего лишь подчинился Аллаху, больше ничему. Я айюхалладина аману амину биллахи ва расулихи. О, те, которые уверовали, уверуйте в Аллаха и в посланника, он нур, и в свет божественный. Три вещи. Аллах субхану ва тааля объясняет три объекта для уверования, говорит в аяте. Билляхи ва расулихи ван нур. Что же такое нур? Аллах субхану ва тааля, обращаясь к нам, говорит: Я айюханнас, قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. О, те, которые уверовали, к вам ведь явилось ясное доказательство от Всевышнего Аллаха. И свет, божественный свет, в виде его слов. Слово Божие, Слово Аллаха, что это такое? Мы все это прекрасно знаем. Это Кур'ан аль-Карим. То есть Аллах субхану ва тааля говорит, что кроме того, как вы уверовали в Аллаха и в пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, еще вам предстоит уверовать в Коран. Что Коран – это ясное слово Всевышнего Аллаха, посланное к людям. Коран не творение человека. Коран не творение Аллаха. Коран – это слово Аллаха. Аллах субхану ва тааля разговаривает с нами. Он обращается к нам, говорит: Я айюханнас, о люди, иттаху раббакум, бойтесь своего Господа, который вас создал. Потом, обращаясь к нам, говорит: Я айюхалладина аману, о те, которые уверовали, иттакуллах, бойтесь Аллаха, хакка тукатихи, и ясной богобоязненностью. Бойтесь, будьте муттаки, будьте богобоязненными, о люди. И в Коране Аллах субхану ва тааля дальше обращается и к пророку: Я айюхан наби, говорит он. То есть также обращается и к обладателям Писания: Я ахляль кутуб, о те обладатели Писания. И также обращается Аллах субхану ва тааля и к кафрам, и мунафикам, говоря, что вам нужно исправиться. Из-за этого говорит, что «Кад джаакум бурхан», вам пришло ясное доказательство, «Вануран мубина», и божественный свет. О, люди! Мухаммад никогда не говорит от себя, он просто передает слова Аллаха. Коран. Некоторые думают, что Коран можно открыть и читать, и представлять все, что там написано, и принимать, и можно размышлять об этом просто так, не изучив высказывания предыдущих ученых, которые, в свою очередь, вычитывали это у табиинов, у сахабов, которым, в свою очередь, объяснял аяты Корана Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Но также и Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, когда его спрашивали сахабы: а как же понять вот этот аят, ва Расуль Аллах, говорили они, он говорил, что вот когда Джабраиль придет еще раз с откровением, я задам ему ваш вопрос, потому что пока я не знаю,
и не могу понять и сам. И в следующий раз, когда приходил Джабраил, алейхиссалям, он задавал ему вопрос, который в свою очередь спрашивал у Всевышнего Аллаха. Объяснение. И потом только объяснялась суть того или иного аята. Это говорит о том, что Коран послан для всех людей, как ясное доказательство, как ясное знамение, как светоч, который разрушает темноту невежества. Но есть некоторые аяты, где есть сокровенный смысл, кроме ученых, которые взяли эти смыслы, понимание этих смыслов у пророка Мухаммада, саллиллаху, их никто не знает. А что сказали эти ученые? Мы просто уверовали. Если увидели какие-то непонятные аяты, мы уверовали. Принимаем эти аяты. И не спорим. Если возник какой-то вопрос, говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, то оставьте это Аллаху и посланнику. Некоторые под этими словами подразумевают, что ищите в Коране и в хадисах ответы на эти непонятные аяты. Нет. Аллах Субхану ва Тааля говорит, оставьте это Аллаху и его посланнику. Суть, смысл этого аята вам явится в судный день. Коран, без сомнения, это книга Аллаха. Залика аль-китаб ла райба фи. Никакого сомнения в этой книге нет. Если кто-то говорит, что это выдуманные стихи пророка Мухаммада, саллиллаху, то он лжец. Он никогда не выдумывал стихи, он никогда не писал. Он никогда не сочинял стихи, и не подобает пророку Мухаммаду, саллиллаху, сочинять стихи. Иннаху зикр. Это воспоминание Аллаха. Аллах своими словами, то есть своей книгой, заставляет тех, которые уверовали, говорит, приказывает, вспоминайте, читайте книгу. Читайте книгу и размышляйте. Если что-то не понимаете, то оставьте. Если вы не находите ответ. Если какие-то противоречия возникают в вашей голове, в вашей душе, оставьте. Потому что Коран к плохому не призывает. Коран не призывает к убийству. Коран не призывает к грабежам. Коран не призывает к изнасилованию. Коран не призывает к работорговле. Коран не призывает строить какие-то государства или что-то, Коран призывает очиститься каждому человеку по отдельности. Пока вы, каждый из вас, не измените самих себя, не изменится ваше общество, говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране. Коран – величайшее святое слово Всевышнего. Из-за этого мы с уважением относимся к Корану. Худан лиль муттакин – это прямой путь для тех, которые богобоязненны. Ихдина ссират аль-мустаким, говорим мы, обращаясь к Аллаху. Поведи нас, выведи на хидаят. Это книга хидаят, говорит Аллах Субхану ва Тааля в первых же аятах Корана, для тех, которые алладина ю'минуна билляхи валь яумил ахир, которые уверовали в Аллаха и в судный день, ва юқимус салат, ва ю'туну закат, и которые выстаивают молитвы, которые дают милостыню из своего достатка, из своих материальных благ. Валладина ю'минуна бил гайби, которые веруют в неведомое, в невидимое, которые веруют в то, что ниспослано тебе, о пророк Мухаммад, саллиллаху, говорит Аллах, и которые веруют в то, что было ниспослано предыдущим пророкам. Они обладатели райских гущ, они войдут в сады благодати, называемые раем. Коран очищает сердца. Некоторые говорят, что нужно читать Коран с пониманием. Если даже ты не знаешь арабского языка, то рядом должен быть тафсир, ну хотя бы перевод смыслов, короткий перевод смыслов. А так просто читать не подобает, даже иногда и запрещают.
Когда спросили Бахаутдина Накшбанди, рахматуллахи алейхи, сказали, что вот вы говорите, что нужно читать Коран, но мы ведь не понимаем. Коран, говорит Бахаутдин Накшбанди, рахматуллахи алейхи, это как лекарство. Например, вы идете в аптеку и берете лекарство от той или иной болезни и выпиваете. Вы что, полностью его расщепляете на те составные части, изучаете эти составные части, сначала изучаете весь состав и все то, что и всю эту науку, прежде чем принять таблетку, или же сразу выпиваете? Они говорят, ну берем и сразу выпиваем. То же самое и с Кораном. Даже если вы не понимаете Коран, нужно читать, потому что это таблетка. Будет ли польза от чтения такого Корана? Непременно будет. Есть хадис пророка Мухаммада ﷺ. Тот человек, который читает, ошибаясь, переставляя буквы, не выговаривая буквы, путаясь и ошибаясь, он получит двойное вознаграждение. Потому что он стремится выучить Коран, он стремится приблизиться к Аллаху. Да, конечно, тот человек, который читает Коран хорошим чтением, красивым голосом и с пониманием, что там написано, конечно, его вознаграждение многократно увеличивается. Но если человек просто умеет читать Коран, не понимая смыслов, стоит ли ему читать? Обязательно ему нужно будет читать, потому что эффект, польза от чтения Корана такой же. Это лекарство. Аль-уляма урасауль анбия. Мухаммад ﷺ говорит, что ученые моей уммы – это мои наследники. Ученые моей уммы в сравнении с пророками Бани Исраиль стоят на одном уровне. Тогда были пророки, а после меня, говорят, ученые. И они на одном уровне, иногда и выше тех, которые были, в одно время было очень много пророков Бани Исраиль. Они на одном уровне. Они мои наследники. Они вам объяснят то, что нужно объяснить. И каждый раз, в каждом новое столетие появится человек, который будет обновлять, то есть делать перезагрузку. Например, когда мы перезагружаем компьютер, мы что там изменяем или вводим что-то? Нет, мы просто перезагружаем и ставим все на свои места, и некоторые ненужные элементы отпадают, или же те, которые не было, восстанавливаются. Некоторые, например, на сегодняшний момент, обращаясь только к Корану, говорят, что мы читаем Коран, но не признаем хадисы пророка Мухаммада ﷺ. Очень хорошо. Коран нужно уверовать, нужно принять Коран. Но хадисы пророка – это же тоже откровение Аллаха. Он никогда не говорит от себя, не придумывает, говорится в Коране, в аяте Коране. Кроме того, как это все откровение, все то, что он говорит. Иногда в некоторых мирских делах Мухаммад ﷺ говорил некоторые вещи в мирских делах. И когда ему сказали, ты нам посоветовал, о пророк, алейхиссалям, но у нас что-то не пошло дело, но ведь в мирских делах вы знаете лучше, чем я, говорит он. Коран еще и книга сама по себе лечит некоторые аяты, которые мы называем аяты шифа, лечебные аяты, которые, читая, мы даем успокоение человеку. И дается какое-то как лекарство, очищает от болезней, не только духовных болезней, но и таких телесных, физических болезней. Мы не понимаем, что происходит, потому что Коран – это чудо. Самое первое чудо пророка Мухаммада ﷺ, с которым он явился, это книга Коран. Но не смогли, сколько ни пробовали величайшие поэты до исламских арабов, не смогли хотя бы сочинить хотя бы один стих
наподобие стиха Корана, аята Корана. Потому что аят Корана не называется, мы не называем его стихом, мы называем его аятом. Аят переводится как чудо. Каждый аят – это единое чудо. Одно, если там 6666 или 6032, как разные варианты есть, мы говорим, что вот эти более 6600 аятов, они все знамения, они все чудо. Каждый аят – это чудо. Каждый аят – это знамение Аллаха, которое дает нам благословенную жизнь, дает нам благодатную жизнь в этом мире. Тот, который не уверовал в Коран, который не принимает Коран, говоря, что нет, это измышление какого-то человека, он впадает в неверие. И он выпадает из ума. Если он был раньше мусульманином и говорит, что я не принимаю Коран, он выходит из религии. Если же он был неверующим и не воспринимает Коран, он и так неверующий, он еще и не воспринимает Коран. Мы оставляем их на Аллах. Аллах с ними разберется. А может, их приведет. Сколько кафиров, сколько неверующих приняли ислам. Есть аят Коран, что я могу вас заменить и приведу более хорошую умму, более хорошую общину и сделаю вас и их приближенными ко мне. Аллах Субхану ва Тааля в своем Коране обозначил такие знамения, что он показал чудеса, что Мухаммад ﷺ перенес рассказы. В Коране рассказываются и истории прежних пророков. Очень много рассказывается о Бани Исраиль, о Мусе алейхиссалям и других пророков. Но самое большое количество рассказов о пророке Муса алейхиссалям. В Коране показывается, как нужно поклоняться. То есть нужно поклоняться, говорит, что нужно поклоняться Аллаху. Но точное, как нужно читать намаз, уже говорится в хадисах пророка. Из-за этого мы говорим, что ни в коем случае мы не можем отрицать, принимая Коран, и не можем отрицать хадисы, потому что мы не сможем выплатить закат, мы не сможем держать пост, уразу, мы не сможем читать намаз, только выучив аяты Корана, потому что там сказано, что вы стаиваете молитву, выдавайте закат, держите пост, но более подробно все это описывается в книге, в хадисах, то есть в высказываниях пророка Мухаммада ﷺ, в его действиях. Он сам показал, как это нужно читать, как это нужно делать, какие действия нужно совершать. Коран – величайшая книга времен человечества, с начала зарождения человечества, величайшая книга человеческой цивилизации. В нем, читая, мы найдем успокоение для души. Вычитывая некоторые аяты и прося у Аллаха, нам воздастся. Некоторые аяты идут как мольба и спрашивание у Аллаха. Некоторые аяты как меч. Прочитывая некоторые суры или аяты Корана, мы говорим: «О Аллах, я полагаюсь на Тебя, и вот разберись, пожалуйста, с моим врагом или тем злым человеком, который на меня сейчас хочет напасть». И Аллах Субхану ва Тааля защищает нас. Не ты бросил на них горсть песка, но Аллах бросил, и Аллах истребил их, говорит аят Корана. Есть некоторые аяты, где показывают, кем должен быть человек, какая должна быть его мораль и нравственность, как он должен уважать родителей, старших, руководителей, как он должен существовать в этом мире как мужчина или как женщина. Все объясняется в Коране. И мы верим в Коран. Это один из столпов веры, что мы верим во все божественные книги, но на сегодняшний день у нас единственная книга для мусульман – это Коран. Да, мы воспринимаем все остальные книги, но
Коран – это наш путеводитель. Это Слово Всевышнего Аллаха. Это та книга, которой мы дорожим. И мы никогда не ставим, даже когда читаем, мы держим на уровне груди. Никогда не ставим его ниже своего седалища. Никогда мы не ставим на полках книгу Коран ниже других книг, потому что это мать книг, и мы ставим на самую верхнюю полку Коран. И когда мы читаем, мы не отвлекаемся. И когда читаем Коран, мы в ритуальной чистоте мы должны читать Коран. И когда кто-нибудь читает вслух, и мы слушаем Коран, мы должны замереть и прислушаться, потому что в это время не спосылается милость Аллаха. И мы всегда просим Аллаха: «О Аллах, мы уверовали в Тебя, мы уверовали в пророка Мухаммада, мы уверовали в Твою книгу, и мы воспринимаем Твою книгу как путеводитель, как ту книгу, тот лучезарный, этот луч, божественный луч, которым Ты освещаешь наш путь. О Аллах, поведи нас праведным путем, тем путем, сиратуль мустаким, которым Ты ведешь своих праведников и пророков и простецов. И не веди нас, не заблуди нас, не веди нас тем путем, по пути тех, на которых Ты разгневался или которых Ты заблудил. Раббана, атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Аллаху акбар.